Добрый день. Добро пожаловать на наш сайт-ивент, который называется «Признание России и партии Исламского возрождения Таджикистана экстремистско-террористической организацией. Причины и последствия». Меня зовут Джамшед Йоров, я председатель фонда Бузургмехр Йоров, и я сегодня являюсь модератором. Кратко расскажу вам об этой ситуации. 14 сентября этого года по запросу Генеральной прокуратуры Таджикистана Верховный суд Российской Федерации наконец-то по истечении уже 7 лет признал партию Исламского возрождения Таджикистана экстремистской террористической организацией. Но до этого власти Таджикистана пытались, обращались в разные международные организации, правительства о признании партии Исламского возрождения экстремистской и террористической. So my name is Jamshed, and I'm moderator of this side event, and today we are gonna talk about how Russian High Court had Islamic Revival Party of Tajikistan recognized it as terrorist and extremist group. 29 сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана, рассмотрев заявление Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, признал партию Исламского возрождения в Таджикистане экстремистской и террористической. And at 29, Russian High Court had already, Tajik High Court already had accepted that Islamic Revival Party was recognized as terrorist party in Russia. Так как это решение Верховного суда Таджикистана было политически обоснованным, никакой доказательственной базы не имело, было принято с многочисленными нарушениями Гражданского процессуального кодекса, а также с нарушениями других международных норм. Ни одно другое государство до сих пор, до ситуации между Россией и Украиной, до войны, не принимало такого решения и не признавало партию Исламского возрождения экстремистской или террористической. As we knew that this decision was totally politically motivated decision, because Russian government and also Tajik government doesn't have any kind of facts that Islamic Revival Party already was a terrorist or extremist group, and that's why I think that this decision is totally anti-constitution and all international rules was took against all international and human rights rules. Я сейчас здесь не буду подробно говорить о тех нарушениях, я скажу о самых главных. Я уверен, что те обоснования, которые были предъявлены Верховному суду Таджикистана в 2015 году, Российской Федерации те же документы и обоснования были предъявлены в этом году для признания этой партии незаконной. Right now, I can say that this kind of facts which gave Tajik side to Russian colleagues, this is the same facts or, I don't know, cases which was given by Tajik side in 2015, but in that period, Russian government took in this decision, but with the same facts and cases right now, they took this totally different decision. Одним из самых главных аргументов властей страны о признании ПИФТа экстремистской и террористической было то, что якобы члены этой партии участвовали в заговоре так называемом государственном перевороте заместителя министра обороны Республики Таджикистан Абдухалима Назарзода в сентябре 2014 года, 2015 года. The main reason or fact which Tajik government says to every country and in Russian as well, to Russia as well, that why they have to accept Islamic Revival Party as a terrorist and extremist group, it is that Abdul Halim Nazarzoda
the former minister in Tajikistan had decided to do a perivarot. Actually, I don't know what it does mean. Court, yeah, a court, and Tajik government says that Abdul Halim Nazarzoda did it with Islamic Revival Party. Данный якобы переворот был осуществлен или пытался осуществиться 4 сентября. Обратите внимание, 4 сентября, а 16 сентября высшие члены Совета Исламской партии Возрождения и другие активисты этой партии были задержаны, а решение суда было вынесено 29 сентября, то есть за очень короткое время. And I have asked you to pay attention that this court was organized for 4 September 4, and already in 16 September in the same year, in 2015, were arrested activists and high representative of Islamic Revival Party. And in 29 of September in the same year, the High Court of Tajikistan already took a decision to send them to prison. По нашим данным, по нашей информации, которая у нас есть, заявление Генеральная прокуратура подала в Верховный суд Республики Таджикистан 25 сентября, то есть в пятницу. А решение вышло уже 29-го. Всего для суда оставалось 2 рабочих дня, 28-го и 29-го. Естественно, 29-го уже начался судебный процесс. Таким образом, всего остается 1 день для рассмотрения, для принятия судом заявления о производстве, для подготовительных мер, для ознакомления сторон с этим иском и так далее. Все процедуры, которые необходимы для гражданского дела, суд провел всего за 1 день, что и говорит о качестве и законности уже данного решения. And I'm asking you to pay attention that when the prosecutor sent this case to court, it was already Friday, 25th of September, and the decision from court was took on 29. And it means that the court had just 2 working day to take this decision, and 29 they were already too busy to pronounce this decision. It means that they have just 1 day to do all these procedures and bureaucracy with law and court, which is in Tajikistan. That's why I'm sure that this decision is totally granted, was took with political motivation and just from the up. Как я ранее сказал, одним из основных причин, или можно сказать обоснований для признания партии Исламского Возрождения экстремистской и террористической было якобы их участие в попытке государственного переворота этого замминистра обороны Абдухалима Назарзода. Но к этому времени, к 29 сентября, члены партии Исламского Возрождения, которые обвинялись в этом, все еще находились в следственном изоляторе ГКМБ Таджикистана, и даже предварительное следствие не было окончено. Их вина, их участие и все те доказательства, которые суд приводит в обоснование признания партии Исламского Возрождения как экстремистской и террористической, не были исследованы в ходе судебного процесса, в ходе судебного следствия, и не были им даны никаких правовых обозначений. As I told that the main reason why government had arrested and closed Islamic Revival Party was that there was some court, and government told that Nazarzoda did it with Islamic Revival Party, and until 29 September 2015, court could not investigate and show that do they play a role in this kind of court or not. And I'm sure that
there was no kind of procedure of investigation of every cases, because in the period the high representative from Islamic Revival Party and their actives were already in CISO by KGB. Были грубо нарушены права общественной организации для своей защиты. Хотя в гражданско-процессуальном кодексе, в других международных актах, во внутренних наших правительственных национальных законодательствах есть право каждого человека на защиту, есть право общества на свою защиту. Эта защита была аннулирована для партии Исламского Возрождения. Членов партии Исламского Возрождения, которые были даже на свободе, никто не оповестил о том, что происходит судебный процесс. Не было ни адвоката, ни защиты абсолютно не было. Так что мы в полной уверенности можем сказать, что решение Верховного суда Таджикистана, а также и решение Верховного суда Российской Федерации о признании партии Исламского Возрождения – это политически мотивированный акт, и он не имеет никакого законного обоснования. As you know that in Tajikistan, people has totally right, and it is guaranteed by constitution and also some international law. But in the case of Islamic Revival Party, unfortunately, we saw that there all was to zero, and they had even many of them or all of them haven't any kind of advocate, and even their relatives had no information what's going on court because it was closed. And that's why I am totally believe that this kind of decision in Tajikistan and also right now in Russian, it is totally was took with politically motivated, and they had no connection with human rights and other facts. Ну, об этом деле можно говорить очень много, но у нас есть анализ этого дела с нарушениями как процессуальных, так и других материальных норм права в Таджикистане, которую мы в скором времени опубликуем и распространим. А сейчас я бы хотел дать слово Алиму Шерзамонову, спикеру форума свободомыслящих Таджикистана. And about this case, we have many kind of analysis, and soon as possible we will publish it, and we will with the fact to show that how it was politically motivated decision in Russia and in Tajikistan. And right now I give a speech to Alim Sherzamonov, the member of Free Thinkers organization in Europe. Спасибо. Я постараюсь быть очень краток. Сперва я хотел бы затронуть организационные вопросы. Вчера у нас был такой же сайд-ивент, и я хотел иметь там синхронный перевод, чтобы вот такой проблемы, как сегодня, не было. Оказывается, это очень дорогое удовольствие. Около 1000 евро я должен был платить за то, чтобы люди могли участвовать. И хорошо было бы, если бы ОБСЕ нас оповестила, вот организовали бы это за 3 месяца до этого, мы, может быть, нашли бы грантодателя, который бы заплатил все эти суммы, и мы бы более организованно провели эти сайд-ивенты. For first, I would say that, as you know, that yesterday we had also another side event, and yesterday we doesn't have a translator as well, because we had got an information that the synchron and translator costed about it is about €1,000 for hour. One synchron translator is about €1,000, and unfortunately there was a short time and we couldn't find the money. And here I could say that it will be better when, for example, OSCE, who does this kind of organization, could give information to participants for 3 months, that it could be enough time to get some grant or to find some money for translators.
because here we want to discuss some important topics, and it would be better when we will do in professional way. О теме, которую затрагиваем сегодня, я буду очень короток. Смотрите, весь мир борется с терроризмом, и у каждого свои террористы. Например, Аятоллах Хомейни тоже борется с террористами, Талибан тоже борется с террористами, Рахмонов тоже борется с террористами. И сегодня большая честь для партии Исламского Возрождения в Таджикистане. Я поздравляю, что самый главный террорист сегодня признал партию Исламского Возрождения террористической. И таким образом вы оказались на стороне добра и на белой стороне сегодняшнего цивилизованного мира. We already knew many kind of terrorism and extremism in the world, and right now, and we knew that how, for example, Taliban is fighting against terrorism, how Khomeini in Iran fighted against terrorism, and even Rahman fighted against terrorism. That's why I can congratulate Islamic Revival Party that this kind of decision shows that they are in a good way and they are in the right way of fighting. И все, что я сегодня хотел сказать, потому что времени мало, потому что перевода синхронного нету. Я надеюсь, что уважаемый Кабири будет говорить, может быть, на английском, и у нас будет еще время поучаствовать в дискуссии. Of course, I could talk and discuss more about this tema. It is a very important tema, but as we knew that we don't have any translator, and it is difficult, and it is also difficult with time because we have just 1 hour. And I think that if Mr. Kabiri will speak in English, then we will have enough time for discussing. Thank you. Thank you very much. I don't know if I will speak in English. First of all, my English is not so perfect. Secondly, the majority in here is speak Russian. So what should I do after my English part? Should I translate myself in Russian? I think that it will be better I speak now in Russian. And then you or myself can short made it English translation. Okay? Спасибо вам большое. Знаете, когда объявили, что 14 сентября, что нашу партию признали террористической в России, это не было для нас неожиданностью. Поскольку до этого 26 июля генпрокурор России, находясь в Душанбе, заявил, что они отправили уже ходатайство в Верховный суд России по просьбе Душанбе. И надо учитывать момент, что он это сказал в Душанбе после встречи с Рахмоновым, журналистом. И он принес эту новость в Душанбе как подарок, большой подарок Эмомали Рахмону, что он не поехал в Душанбе с пустыми руками, а с официальным ходатайством Верховному суду. И слова генпрокурора России в Душанбе прозвучало буквально за месяц после визита господина Путина в Душанбе, в июне месяце. Вы знаете, что после начала украинской войны это был первый визит Владимира Путина за рубежом. Он поехал в Душанбе, кстати, без сопровождения министров и даже пресс-секретаря. И, скорее всего, вопрос нашей партии и признание нашей партии террористической на территории Российской Федерации был обсужден, и решение по нему было принято именно на этой встрече. А Верховный суд, он просто юридически оформил политические решения двух лидеров. Так что это не было для нас неожиданностью, мы готовились к этому.
Хотя была небольшая надежда, что все-таки Россия передумает. Мы отправили письмо и Кремлю, и министру иностранных дел господину Лаврову, и Лебедеву, председателю Верховного суда Российской Федерации. Я лично поговорил со многими российскими экспертами, дипломатами, которых я знал. Мы все-таки учились с многими российскими дипломатами в дипломатической академии. Многие из них работают сейчас на различных структурах. Была небольшая надежда, потому что Россия все-таки является, или был таковым, являлся до этого момента гарантом межтаджикского мирного соглашения, который был подписан по иронии судьбы в Москве 27 июня 1997 года. И таким образом мы думали, что Россия все-таки передумает и докажет, что не так уж слаба, как о нем говорят сейчас. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались, и действительно Россия доказала, что она на сегодняшний день очень слабое государство, которое даже нуждается в поддержке такого, вроде бы не очень удачного политика, как Эмомали Рахмон. И решение было принято, и теперь что ждет нас? По сути, для нашей партии это ничего не значит. Почему? Потому что мы и так запрещены в Таджикистане, мы перестали работать на постсоветском пространстве. Многие наши коллеги находятся в тюрьмах. Мы продолжаем нашу деятельность за рубежом, в Европе, там, где законы этих государств позволяют. Но в России работают, живут сотни тысяч таджиков, таджикских мигрантов, которые когда-то были членами нашей партии, когда партия была легальна на территории Таджикистана и Российской Федерации, которые сотрудничали с нами. И сейчас их жизнь и свобода под угрозой. С учетом того, что силовые структуры, как в России, так и в Таджикистане, очень коррумпированы. И такие уязвимые люди, как мигранты, активисты, они могут стать легкими мишенями для коррумпированных чиновников. Уже у нас есть информация, кстати, многие сейчас пишут, что они оказались в очень сложной ситуации. И с учетом недавней мобилизации, которую объявила Российская Федерация, многие получают извещения, к ним приходят из полиции, что вот вы находитесь в списке, Таджикистан требует вашей депортации, у вас есть выбор. Или подписать контракт, участвовать на этой войне, или мы вас депортируем в Таджикистан, и вы окажетесь в тюрьме. И люди спрашивают, что им делать, как быть. Уезжать в Таджикистан невозможно, потому что это опасно для них. Другие страны не принимают. Я думаю, что настало время сейчас, как раз мы находимся на этой конференции в ОБСЕ. Я думаю, что международное сообщество должно выработать механизм, как помочь этим людям и как защищать этих людей. Они нуждаются в защите, в поддержке. Поэтому я думаю, что вот это решение Верховного суда России, оно будет иметь очень долгие последствия. Опять повторяю, что не для нашей партии, потому что мы там не работаем, не ведем деятельность, а это и будет иметь последствия для сотни тысяч, может, таджиков, выходцев из Таджикистана, которые работают на этом пространстве. И другой момент, на котором указал тут Алим Шерзамонов, это говорит о том, что на самом деле вот вопрос терроризма на сегодняшний день стал вопросом политических пристрастий и предпочтений, или даже вкуса. Каждый назначает своего террориста, и каждый опять называет реального террориста борцом за свободу, борцом за справедливость и так далее. Это зависит от того, кто на какой стороне находится. И
Вот такая неразбериха и спекулятивный подход к вопросу терроризма не то, что не способствует борьбе с терроризмом. Более того, я считаю, что оно усугубляет эту борьбу и как раз позволяет реальным террористам действовать, используя эти лазейки, эти возможности и противоречия в определении термина террориста и терроризма. И я, конечно, не буду сейчас говорить, что должен делать ОБСЕ или международное сообщество, но представьте себе ситуацию, когда Россия нас объявляет террористической организацией. Кстати, не только Россия, Таджикистан до этого, как адвокат Джамшед Йоров сказал еще в 2015 году, оба государства являются членом ОБСЕ. Я, как представитель этой структуры, которую объявили террористическим, опять участвую на мероприятиях ОБСЕ. Несколько других членов ОБСЕ, других государств, объявляют Россию государством, спонсором терроризма. И причина какая? Из-за военных действий на территории другого члена ОБСЕ Украины и аннексии территории этих государств. То есть все объявляют или называют друг друга террористом, спонсором терроризма. Кто-то является жертвой террористических атак, но все они так или иначе связаны с одной международной организацией, как ОБСЕ. И я думаю, что пора уже об этом думать, когда ОБСЕ является структурой международной, которая в своем названии имеет слово «безопасность». Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе. Нельзя обеспечить безопасность на этой огромной территории без реальной борьбы с терроризмом. Одно государство атакует и ведет реальную террористическую деятельность на территории другого государства, члена ОБСЕ, объявляет умеренную политическую партию, которая участвует на конференциях ОБСЕ террористических. И все это происходит одновременно, и все мы говорим о борьбе с терроризмом, о том, кто является реальными террористами, кто является жертвами терроризма и так далее. Поэтому, наверное, настало время сейчас об этом говорить. И то, что Алим нас поздравляет, что это еще раз доказывает, что мы на правильной стороне. Было бы, конечно, хорошо, чтобы Алим нас поздравил по другому поводу, более приятному. Но, тем не менее, я, честно говоря, вижу в этом тоже нечто положительное. Что мы долгие годы, даже имея свою собственную позицию по многим действиям Российской Федерации и других государств, членов ОБСЕ, мы не могли об этом сказать, потому что думали о том, что это будет иметь последствия для наших граждан в России, для нашей партии. Но теперь сама Россия, хотела того или нет, развязала нам руки, объявив нас террористической организацией, позволяет нам критиковать не только действия России по отношению к нашей партии, но и по многим другим вопросам, например, по Украине, по Таджикистану, по Центральной Азии и так далее. Поэтому думаю, что тут есть, наверное, нечто положительное. Но опять повторюсь, что оно, к сожалению, будет иметь очень трагические последствия для многих таджикских мигрантов. Я не знаю, сейчас Майро будет перевести меня или коротко. Я попробую теперь сам себя перевести на английском. What I told now just in Russian, that this news that Russia has recognized our party as terrorist organization was not something very surprising, because before this decision in Dushanbe in 26 July, General Prosecutor of Russia said in Dushanbe that this recommendation to High Court of Russia was sent
already, and this decision was for us expected, that soon our party will be recognized as terrorist organization in Russia. But what is the consequences for this decision? I think it will have not big consequences for our party, because we are not part of political system in Tajikistan now, not in post-Soviet countries. We already have stopped our activities there in 2016. But I think, and I'm afraid that it will have huge negative impact in life of thousands of Tajiks, migrants in Russia. Now, today we have a lot of information, facts that Tajik side had sent to Russia a lot of names of former members of our party, Islamic Renaissance Party, or who was supported our party. And a lot of people in Russia facing now these big problems with corrupted police system in Russia. And they have only two choices. One is to sign this contract agreement during this mobilization to go to participate in Ukraine war, and same way not to be deported to Tajikistan, or they will be extradited to Tajikistan, and they will be soon in prison in Tajikistan. So the people have not a big choice in Russia. So what our duty, what we can do here for this thousands of people? I think that the international community, maybe in the framework of OSCE organization or another international organizations, there should be some mechanism how we can help these people, how we can protect them, not to be victims of this situation, and to have only two very bad choices: to participate in Ukraine war, or to be in prison in Tajikistan. So it is my main message of what I want to say now. Thank you very much. Спасибо большое. Теперь я бы хотел предоставить время для присутствующих. Если у кого-то есть вопросы, какие-то уточнения, пожалуйста, можете задавать вопросы, уточнения. سلامت باشید. جناب کبیری تاکید کردن که ما پس از این وقتی که روسیه ما رو همچون حزب تروریستی اعلام کرد، از روسیه و مقامات روسیه انتقاد کردن رو در پهنای شوروی و یا اینکه کشورهای پسا شوروی دقیق ترش زیادتر خواهیم کرد. سوال من این است که تا امروز، یعنی تا چند پیش که خود کبیری از سیاست‌های روسیه استقبال میکرد و برای مثال وقتی در سال 2014 روسیه کریم را به حدود خود همراه کرد، آن زمان جناب کبیری از روسیه حمایت کرده بود. امروز یک باره تنها به خاطر منافع حزبی خودش از روسیه انتقاد میکند و یا اینکه عامل‌ها و سبب‌های فراتر از آن را هم دارد برای انتقاد کردن. سلامت باشید. I want to ask Mr. Kabiri that right now he personally told about that after this Russian decision, he is has some kind of free to criticize Russian politics,
And I have to ask him that in 2014, when Russia has took Crimea, Mr. Kabiri had supported this Russian decision. But right now, when Islamic Revival Party is already accepted from Russian government as a terrorist group, he speaks that he can right now criticize Russia. And I want to know, did come Mr. Kabiri to this decision just such kind of private reason because Russia has already accepted his party as terrorist, or there is something other reason? Thank you. Спасибо большое. Я не помню, что я поддержал решение России по аннексии Крыма. Я буду очень рад и благодарен, если мне предоставят такую информацию или факт, где я поддержал аннексию Крыма со стороны России, вообще любой аннексии. Sorry. Can I translate this, or you will do it by your person? So, okay. Actually, I do not remember that any time in any way or in any interview I have supported Russian politics about Crimea in 2014, and I will appreciate if Mr. Amrullo will give me some facts that where and how I talk about such kind of decision positively. Да, я только что сказал, что я был очень осторожным в своих оценках, в своих суждениях по поводу России, потому что я знал, что это может иметь очень плохие последствия для моей партии, для сотни таджиков, которые работают и живут в России. И любой ответственный политик, он должен вести себя таким образом, потому что каждое его слово будет иметь последствия для сотни, а возможно даже тысячи других граждан, которые работают и живут в России. Yes, I can say that I was already very correct and careful with criticizing of Russia or say something against Russia because it could have some consequences for my party in Russia and also for many and thousand Tajiks who work there. And I think that one politic, and every time when he want to criticize or to pronunciation some idea, he should all time think about his party and the people who lives in Russia. Более того, я помню, что когда я встречался в Москве с Евгением Примаковым, который был бывшим премьер-министром России, бывшим министром иностранных дел России, это в разгар первого украинского Майдана. Я ему сказал, что Россия скоро потеряет и влияние, и поддержку всех постсоветских народов. Не правительства, а именно народов, потому что это очень ошибочная политика делать ставку только на коррумпированных властей и не сотрудничать с народом. Это была моя позиция по поводу российской политики. In 2014, when I was in Moscow, I had a meeting with Mr. Primakov, who is a former prime minister in Russia. And I told him already very clearly that Russia with such kind of politics, it was after Maidan and Ukraine Maidan. And I told him that Russia with such kind of politics will lose the support and belief from all post-Soviet Union countries, nations, not politics, but nations, because with such kind of politics, when you will support just corrupted government, you will lose your priority and reputation between the nations. Спасибо, господин Кабири, за презентацию. Имею честь представиться. Хасанбой Бурханов, политическое оппозиционное движение Иркин, Узбекистан. У меня такой вопрос. Всем вам известно, что национальные диаспоры России поддержали решение официальных властей России по мобилизации и призывали скажем так, своих сторонников, тех людей, которые живут в России, этнических
киргизов, узбеков и таджиков участвовать в этой мобилизации на стороне России против Украины. Не кажется ли вам, что Россия вот таким образом пытается втянуть в украинскую войну и республики Центральной Азии? Спасибо за ответ. I am Burkhanov, a political activist from Uzbekistan, opposition activist. Yeah, so I'm so sorry. There was not enough time to write down everything, and I want to ask Mr. Kabiri. Yeah, yes. Do you think that Russia, with such kind of decision, with mobilization, will want to? Can you translate this? Yeah. Sorry. Okay. He asked me that many of ethnic diasporas in Russia has supported already this war, Russian war against Ukraine, and he is asking that doesn't mean does Russia in this way want to involve another Central Asian republics in this war against Ukraine. Вы знаете, когда я думаю, что те диаспора или те структуры, которые выступают от имени национальных диаспор в России, у них другого выхода нет. Они, во-первых, все большинство граждане Российской Федерации, они сотрудничают со структурами, поэтому даже я знаю, что многие, которые выступают официально в поддержку этой войны, на самом деле они не являются сторонниками этой войны. Но дело в том, что есть другая сторона вопроса. Уже Киргизстан, Узбекистан и Казахстан на высоком официальном уровне предупредили своих граждан, что участие на этой войне будет иметь юридические последствия для них. Только Таджикистан, единственная страна из Центральной Азии, сделала это на уровне посольства. Не на уровне генпрокурора или министра, как узбекская сторона, например, или казахская, а только очень осторожное заявление на уровне посольства. Я думаю, что казахские, узбекские, киргизские власти, они поступили очень правильно, предупредив своих граждан на более высоком официальном уровне. Таджикская сторона, таджикское правительство ведет двоякую игру. С одной стороны, вынуждено уже следовать за соседями, но на более низком уровне, только на уровне посольства. Это означает о том, что есть некая договоренность между правительствами, что возможно, хотя у нас нет фактов, возможно, даже предоставлять поддержку в этой войне. Very short, the question is that, my answer is that Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzia have already made this announcement in the level of general prosecutors or even ministers that any participation in this war, Ukraine war, will be considered as criminal in Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzia. Tajik government made this in the level of embassy, not in the level of minister or general prosecutor. So I think it will be very difficult for Russia, for anybody, to involve another countries from Central Asia in this Ukraine war. Yes, there are many ethnic Tajiks, Uzbeks, Kazakhs, they are living in Russia, they are citizens of Russia, and it is another question. It is not the official position of these countries. Добрый день, здравствуйте, участники. Ильхомджон Якубов, руководитель Ассоциации мигрантов Центральной Азии. Шевченко, политолог из России, как-то в беседе в радио Озоди сказал, что если Путин послушает Рахмона, все будет в России, говорят, что Россия не сдерживает свои слова. И так задается вопрос. Россия гарантировала соглашение о мире
в Таджикистане с ПИФТом, с партией Исламского возрождения Таджикистана. Но в этом случае Россия зачем надо уничтожить свою гарантийную миссию? Это приоритет миролюбовия и мировую миссию о мире в Таджикистане. Зачем он уничтожил только из-за войны в Украине или что какой-то еще для России есть приоритеты? Yeah, Shevchenko, a political expert in Russia, already told that Russia with this recognition of Islamic Revival Party in Russian Federation as terrorism and extremist party, what kind of goal do they have? Can I help? Yeah, please. Okay, thank you. The question is that Maxim Shevchenko, this very well-known expert, Russian expert, has told that if Russia will recognize IRPT as terrorist organization in Russia, it means that Russia will destroy all this, his reputation and his place or the role as garant of peace agreement, Tajik peace agreement. So why, the question is that why Russia made this, if it is a result of Ukraine war or there are another reason. I think my answer is that yes, Russia is now very weak. Russia needs for some support from everybody, from North Korea, Belarus, Tajikistan, Venezuela, I don't know, where from some African countries maybe. And yes, Rahmon asked him to recognize Islamic Party as terrorist organizations, but we have no any information what is this real support of Rahmon's in this war to Russia, to Putin. We have no any information, but we can imagine what kind of support it should be. So, мой ответ здесь таков, что да, здесь причина украинская война. Другой причины для России, для признания нашей партии террористической организации не существует. Видимо, Рахмон обещал какую-то поддержку, взамен получил от господина Путина такую услугу. Спасибо большое. Подождите, пожалуйста. Извините. Я бы хотел дать слово, например, нашим иностранным гостям. Если у них есть какие-то вопросы, пускай они впервые зададут, потому что у нас всего остается минут 5. Пожалуйста, дайте микрофон. I can speak Russian or English. Хорошо, можно на русском, потом я перевод сделаю самостоятельно. Хорошо, но в принципе, ну и что будет с этими людьми, потому что это не только таджики, которые являются членом партии, но только семьи этих людей, которые родились на территории Российской Федерации и которые являются гражданами только России. Что с ними физически будет и какая ситуация в настоящее время? Часть этих людей успела уехать, и, например, в Казахстан или в Узбекистан или в Грузию даже, или нет? И я перевод сделаю сразу на английский. My question is about to know what about, in fact, people, real situation of people, Tajik people who are Russian citizens and who are members of IRP and also their families. Some of the members of families, they were born in Russian Federation. They've never been in Tajikistan. And my question is, are they able to escape? Did they move from Russia, for example, to Kazakhstan, Uzbekistan, maybe to Georgia? This is a question. Thanks a lot. I think that Kazakhstan, maybe Georgia, but Kazakhstan, Uzbekistan, it is not the safe place for members of our party because all of these countries are members of Shanghai Cooperation or ODKB. So maybe Georgia or Ukraine, this
one part of Ukraine maybe will be safe place for our members. Now to my plemianic Chimishut cousins, they were born in Russia. They are part of this mobilization. So they have no choice. They are citizens of Russia, but the Russian government knows that they are my relatives. So there are a lot of another people in Russia. Yeah, I understand this. But why I am talking now here that international community should take some measures, some steps to protect these people, maybe in Georgia, in Ukraine, or in any another safe place. Yeah, please, Jenny. Just a follow-up question. Janice Helwig from the U.S. Helsinki Commission in Congress. Just a follow-up question on what we were saying, because I was wondering, legally within the organizations, so SCO, CSTO, are there any agreements about recognizing terrorist groups? Does the decision in Russia, will it have any influence for other countries in those organizations to also recognize? Because I'm wondering what it could mean for extraditions or things like that from other countries. Till now, we have no any agreement between these countries. But in Samarkand, there was signed a protocol that after Samarkand will be one list of terrorist and extremist organizations in these member countries. Maybe I'm not sure about details, but maybe if one organization would be recognized in any of member countries in Russia, Tajikistan, Uzbekistan as terrorist organization, automatically it should be recognized in all member countries. It will be very dangerous for our party, for these citizens. У меня есть вопрос, если больше ни у кого нет. Немного говорили о цене, которую Путин захотел от Рахмона за, так сказать, признание партии Исламского возрождения террористической. Есть предположение о том, что Путин попросил Рахмона помочь в избежании санкций, экономических санкций, наложенных на Россию. И Рахмон согласился стать мостом и средством для отмывания, избежания санкций. Как вы относитесь к этой версии? Now some participant had asked that what is the price that Putin asked Rahmon, or Rahmon asked Putin to recognize Islamic Revival Party as a terrorist party. And there is some opinions that maybe Putin right now needs some help from Rahmon to go through this international sanction. And what do you think? Is it true, or there is just some rumors about it? Я думаю, что три направления. Это обход, как обходить, или поддержка Рахмонова, как обходить экономические санкции. Второй – Афганистан. И, скорее всего, Путин хочет принудить Рахмона к сотрудничеству с талибами, потому что у Душанбе есть определенная позиция по событиям в Афганистане. И третье – украинская война. Какая будет поддержка или помощь таджикской стороны на этой войне, у нас нет деталей. Это может быть предоставление живой силы или других видов поддержки, у нас просто нет информации. I think that there should be three type of support, Dushanbe support to Russia against this recognition of our party as terrorist organization. First, how to help Russia to avoid sanctions against Russia, because Tajik side has experience.
this case of Bobak Zanjoni, Iran's milliardaire. Some milliards Iran now in Dushanbe. Rahmon helped Bobak Zanjoni to escape these sanctions. And second is the Afghan question. There was some rumors, information that Putin asked Rahmon to deal some kind, to have some kind of cooperation with Taliban. And second, it will be Ukraine war. But we have no any information which kind of cooperation will be between Tajikistan and Russia in Ukraine war. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить наших спикеров, нашего переводчика и всех вас, которые участвовали здесь, задавали вопросы. Подытоживаю нашу тему. Можно сказать, что, несомненно, нигде не должно быть использовано политически мотивированное признание какой-либо организации экстремистской, террористической, вопреки нормам законодательства. Нельзя использовать этот механизм для воздействия или получения какой-то поддержки в своих преступных целях в виде каких-то гарантов, в виде какой-то поддержки для продолжения такой деятельности. И тут коротко статистику я вам приведу, которую я анализировал, прочитал в приговоре, в котором таджикская сторона признала партию Исламского возрождения террористической. Я уверен, что эти данные тоже были отправлены Путину. В решении суда говорится о том, что с 2010 по 2015 год 45 членов партии Исламского возрождения совершили тяжкие, особо тяжкие преступления. 45 человек совершили тяжкие, особо тяжкие преступления. Из 40 тысяч членов этой партии. В процентном соотношении это составляет всего 0,1% этих членов. Но в приговоре никаких доказательств не приведено, какие террористические акты они совершили. Совершили ли эти акты по приказу господина Мухиддина Кабири или членов Высшего Совета этой партии и так далее. Это все еще раз подтверждает то, что признание партии Исламского возрождения как со стороны Верховного суда Таджикистана, так и со стороны Верховного суда Российской Федерации есть только политически мотивированный, а не законно обоснованный и не юридически обоснованный. Спасибо большое за ваше участие. I think everyone should already understand it, but he says thanks to everyone who had participated, to speakers here, and in conclusion, he just had bring some facts that maybe Dushanbe already sent it to Russia, to Putin. It is about that in 2015, in last 5 years, from 2010 until 2015, there was some kind of number that how many members of Islamic Revival Party did some kind of criminal things in Tajikistan, which could be some small things, and it is about 45 members of this party, and between 40,000 members, just to remind about 45 person who it could be 0.01% in Tajikistan. They took it as a fact, and I'm sure that they sent it to Russia, to Putin as well, and that's why it already again shows that how politically motivated was this decision. And I call as a lawyer that there was, we have to stop such kind of decision which is politically motivated. Thank you. And I'm so sorry for my bad translating, because I was not reading, no one told me, and it was just spontaneous because it was just about Russia. So.